Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, и к нам сегодня в студию пришла директор благотворительного фонда «Харысхал», член Общественной палаты нашей республики, эксперт Росмолодежгранта Любовь Клюкина. Любовь, здравствуйте. Добрый день. Да. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я знаю, что вы очень занятый человек. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, мы называем нашу передачу кулинарную ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пожаловали, чем будете кормить ведущего? Все-таки будем готовить, да? Я думала, просто... Все-таки будем готовить, да. Постоим, да. На самом деле супер простые блюда мы сегодня будем готовить. То, что, чем я кормлю своих детей, мы сделаем фрикадельки с кабачком и кускус. Дело в том, что у меня у сына онкология. Год назад, когда нужно было его кормить, вытаскивать из сложного состояния, у него была низкомикробная диета. Слышали про такую когда-нибудь? Нет? У людей с онкологией, в том числе, в первую очередь, такую диету вводят. Она связана с тем, что нельзя свежие овощи, свежие фрукты, категорически все это запрещено. То есть вот клетчатка там минимально, да, входит в рацион. Нет, она должна быть, но в переработанном виде. Вот сын малоежка. Вот, ничего толком он как бы такого не ел. И я прятала овощи во все, куда можно было бы их вот спрятать. И наше спасение было вот фрикадельки. Мы делали на говяжьем фарше, у нас сегодня будет домашний фарш. Я туда прятала и тыкву, и кабачок, и морковь, и капусту. Да, понемногу, чтобы он и иногда замечал там, а что это там такое лежит, но все равно ел. Вот, потому что это вот было единственное. Да, потому что с мясом тоже сложно, но маленькие симпатичные фрикадельки из-за размера он их вот тоже как бы. Поэтому сегодня предложение такое. И почему кускус? Потому что кускус, вот у меня супруг в больнице всегда ему готовил, он просил прям кускус. Почему-то он его так сильно полюбил. Поэтому я сегодня предлагаю такое меню, которое, возможно, и ребятишкам наших телезрителей будет полезно, как вкусно накормить ребенка. Отлично. И быстро. И быстро. Да. Сколько времени, вот вы быстро говорите, сколько времени потребуется нам все? Ну, порядка 30, 25, 30 минут. 25 минут, да. Да, ну, мы должны успеть, но и тем не менее я предлагаю начать. Как говорится, заранее закончим, мы будем просто в конце общаться. Давайте. С чего вы начинаете? Расскажите, пожалуйста, как это все делается. Сначала нам нужно помыть кабачок и его на мелкой терке или на крупной. Я для сына всегда делаю на мелкой, чтобы он совсем уж не заметил. Вот. Первое время даже чистила кабачок, но теперь уже можно это в принципе не делать. Вот. И мы трем просто кабачок. Натираем. Да, просто мы его натираем, а вам предлагаю фарш немножко размять. Здесь фарш домашний, лучше брать, ложкой можно, лучше брать фарш, конечно, говяжий. Вот. Ну и с точки зрения кровотворения, конечно, это, наверное, более полезная вообще тема. Все будем это готовить? Можно половину отложить. Можно половинку отложить. Мне кажется, это будет достаточно. Нам двоим сегодня, к сожалению... А мы сегодня будем есть? Мы это обязательно должны попробовать, да. Обязательно должны попробовать. Сегодня... то есть я тогда должна перестроить свое меню, чтобы у нас получилось хотя бы съедобно, правильно я понимаю? Нет, я шучу. Нет, съедобно это в любом случае получится. Я к тому, что с нами сегодня нет, к счастью или, к сожалению, моего постоянного соведущего Семена. А я вот с ним тоже хотела познакомиться. Да, но семейные мероприятия у него. Ну, нам двоим, в принципе, половины этого фарша хватит. Сейчас, к счастью, кабачки, вообще овощи есть везде свежие. Это прям очень радостно. Я иногда ложу сюда даже цветную капусту, просто в блендере ее. Вот. Картофель очень редко, мне вообще не нравится картофель в котлетах. Вот. Но и это, в принципе, можно заменить, то есть все что угодно. Мы кладем, и она добавляет нам сочности. Знаете, я всегда задаю вопрос один своим гостям, представителям прекрасного пола. Ну, не секрет, что вам приходится готовить и готовить много на семью, тем более семейным и все прочее, да? Но, наш крест. Да, это крест, это совершенно нормально, да, все готовят, но ключевое, нравится ли вам готовить от души? Я очень люблю готовить, отлично. но
У меня есть старшая сестра, она меня старше на 11 лет, и она супер хозяйственная женщина. Вот знаете, вот те вот женщины, которые вот там из ничего сделают просто что-то великолепное. Вот. И моя сестра всегда очень быстро готовит, супер вкусно, очень разнообразно и так далее. Вот я не такой человек, от слова совсем. И моя мама всегда говорит: ну почему, вы же родились в одной семье, я же вас одинаково воспитывала, в чем дело, да? Что с тобой не Вот. так, да? Да, да, что с тобой не так, почему? Что, чуть ли То не- есть я из тех, кому чуть сложно, честно, чуть сложно. Для меня проблема придумать что-то новое, но мои домочадцы едят, супруг очень любит мой борщ, например, вот. Сын очень любит средний оладушки, например, мои. А вот я размял. Хорошо. А я это хочу это вот вы так отложить. отложить, Всё, всё да, правильно, и мы ага. сейчас вот сюда, с судя по размятой частью количеству мы кабачка, мы будем работать, соответственно. Регулировать. Да, это Вот. можно уже отложить. Да, и будем... Значит, у вас фирменное блюдо борщ. Борщ у меня вкусный, но он прям правда очень хороший получается. Что еще из фирменного? Я, наверное, больше ничего такого. Ну, оладушки у меня прям пышные, я их делаю на сухой сковороде. Я, в принципе, масло растительное фактически никогда не использую. Вот. Тоже прям неплохо вроде бы. Готовить люблю, то есть я это делаю с удовольствием, но могу делать иногда чуть медленно, чуть с неохотой. То есть я не скажу, что это мое хобби, честно. Но кормить надо. Но кормить надо, да. Ну, это, как вы сказали, это реально крест, да. Да. Любовь, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чтобы наши телезрители, я почти уверен, что вы же не в один день стали сразу директором благотворительного фонда, да. Расскажите вообще вашу историю. Но у меня такой интересный путь. Неинтересный? Неинтересный, говорите? Интересный, нет, интересный нет, путь, да, господи. да, да. Ага, так. Потому что я училась, первое мое образование, я зооинженер-селекционер. Это специалист, который осеменяет, в том числе, животных. Вот. Ну, То есть вы зоотехник. учились в Это ЕГСХ, зоотехник. да? Нет, я училась в Красноярске, Так. в аграрном университете. Я пошла в аграрку, потому что я мечтала быть экологом. Не ищите здесь никакую логику. Потому что логика в принятии решений в 16 лет, там ее как бы сильно... Собственно, это и... Вот, да, да. Чуть-чуть. То есть я шла на эколога, пришла на зооинженера, не смогла на эколога перевестись, доучилась. Мой диплом был про хищничество Не, вот волка. надо убрать, наоборот, я чтобы- вот хотела прям вот так. Вот так, да, чтобы камера не Хищничество мешали. волка в юго-западной Якутии. То есть диплом у меня был охотоведческий. Даже так. Да, вот. Вы могли стать охотинспектором. И более того, я чуть им не стала, потому что я работала в комитете охраны природы, Серьезно? государственным инспектором, причем, что я туда пришла, ну вот по воле судьбы, в 18 лет, мне буквально только исполнилось 18, я перешла на заочку, второй курс, вот, и пришла в комитет охраны природы, и Борис Романович Мыреев, мой первый любимый руководитель, а я ранее уже ездила в экологические экспедиции, писала экологическую работу про лишайники и так далее, так далее. И он как-то вот меня в 18 лет еще с неоконченным образованием взял на работу. Представляете? То есть у меня вот... У вас глаза горели, наверное, просто. Ну да. Да, ну, то есть человек уже такой рвался в бой, в Вот. поля, ну, потому Да. что это же действительно тяжело. Да. Да, тем более девушкам. И вот Так, вы это что кладете? это я кладу сухой чеснок. Ага. Вообще я его Для кладу везде, да, потому что мне кажется, он такой Для вкуса. вкусная штука, Да, и да, очень хорошо дает такое разнообразие для вкуса. Вот. И я работала в комитете охраны природы Ленского района 5 лет. Где, в принципе, занималась экопросвещением. То есть я занималась с ребятишками, рассказывала им про тему экологии. Мы ездили в экспедиции, мы писали научные работы, мы побеждали на разных всероссийских конкурсах. И параллельно я была еще в Совете молодежи района, и мы делали разные, ну, вот эта вот активность, она была... Молодежные проекты. Молодежные проекты, разные движухи классные, вот. И в каком это было году? В 2011 году была деловая игра, которую проводил тогда глава района, вот. И я в ней приняла участие и победила. И он меня пригласил на должность специалиста по молодежной политике.
Уже в район? Внезапно, Так, да, так. в район. То есть Ну, я как, вот, ну, как, то есть вы себя показали победителя? Да, совершенно другая Кого деятельность. еще? Да, Кого еще, как да. говорится? Так. В тот период у меня уже подрос первый сын, поэтому, в принципе, я согласилась, но у меня супруг сказал о том, что спросил у меня, а вот ты вот сейчас придешь на эту работу, ты меньше времени будешь уделять работе? Я ему сказала, конечно. Тут вообще все будет очень просто, офисная работа, и ну, конечно, так не получилось. Не тут-то было. было. Да, потому что если министерство, я знаю, что 10 часов мимо Дома правительства проезжаешь, огни горят. Это совершенно нормальная история. Далее я работала вот в Ленске в комитете по молодежной и семейной политике, сначала специалистом, потом его возглавила. Карьера пошла, у меня была замечательная команда, я очень рада, что команда до сих пор в Ленске работает. И далее меня уже заметил глава республики Егор Афанасьевич Борисов, позвал сюда, я работала в Министерстве по делам молодежи. Чуть было не сказал, да вы карьеристка. Вот. Кстати говоря, многие так обо мне думают, но тут просто про то, что когда я что-то делаю, я этим настолько сильно увлечена, что я, поглощение 3000. Максимализм. Синдром отличницы. Вы не были отличницей? У меня серебряная медаль. Вот видите, синдром отличницы. Физкультуры у меня не хватило чуть-чуть и русского языка, что очень странно. У меня по русскому 4. У меня тоже по русскому 4, да, но я не медалист. Ну вот. Но я тоже синдромом отличника страдаю. Кажется, до сих пор. Нет, у меня, мне кажется, его нет, потому что я могу забить на какие-то истории, что, в принципе, иногда мне приводит к проблемам. Опять же, осознанность. Так. Да. Вот. Но мне кажется, это не так страшно, что-то можно отодвинуть. Вот. И в какой-то период я отодвинула работу из своей жизни. То есть после того, как у меня родился второй сын, он был такой очень беспокойный парень с самого детства, и он был такой очень мой. Ему прям нужна была я, и нужно было выходить на работу, а тут я ему нужна. Вот. Ну и было принято решение очень кардинальное уйти с министерства. С должности замминистра по делам молодежи, социальным коммуникациям, уволиться, уйти с госслужбы, что, конечно, было воспринято всеми неоднозначно. То есть должна быть некая веская причина, потому что люди же не знают о собственных переживаниях и о том, что самый главный ресурс в жизни – это время, который человек волен распоряжаться, как ему заблагорассудится, по большому счету. И в тот период было принято решение, что мне очень важно быть дома с детьми. Это было такое вот наше с мужем, в том числе, решение. Хотя правильно расставленные приоритеты. Да, Семья потому что госслужба, и я вот через все это прошла, это невероятно сложная работа. Да, я соглашусь. В любом из направлений, потому что это погружение 24/7, даже не 24/7, не знаю, там 36 на 7 и на что-то, на какие-то другие сферы. Вот этот вот баланс, да, который всегда все рисуют, он прям выпадает, в данном случае. Колесо баланса, да, оно прям это дисфункциональным получается. Вот. И я ушла, но как-то я не смогла быть долго без работы, потому что меня пригласила Вера Петровна Душкевич, первый директор фонда, человек, который вот стояла у истоков создания фонда. Она меня пригласила фонд возглавить. Да. Я несколько лет подряд уже с фондом была знакома, чуть-чуть волонтерила, где-то помогала. Всегда держала как-то вот фонд Харысхал в фокусе внимания, и мне очень нравилась вот эта структура фонда. А в 2018 году я заканчивала второе высшее образование, потому что понятно, что зооинженеры не могут быть заместителями министра, да? Вот. Могут быть, но в сфере сельского хозяйства, не в сфере то есть профильная должна быть. Да, вот. И я закончила госиммунполитику, и моя дипломная была про поддержку некоммерческих организаций в муниципальном и государственном секторе. То есть поддержка НКО. А наш фонд — это НКО. Я как-то внутри мечтала поработать в НКО. То есть вы как будто изначально себя готовили к этому? Как будто бы так. Как будто кто-то вас ввел невидимыми нитями, что вот по пути мы жизни. в Ленске в том числе со своими друзьями создавали фонд, с друзьями, с коллегами, с соратниками. Создавали фонд, один из, вот, который, в принципе, потом пришлось закрыть, но все же он начинал свою работу в определенный период. И поэтому я уже некоторые моменты знала, и вот эта сфера некоммерческая, а я совершенно некоммерческий человек, я не умею зарабатывать деньги, я вообще не про деньги,
Вот. Ну, это вот мой крест, к сожалению. У меня, Можно всегда переучиться, и нельзя говорить нет. Наверное. Да. Наверное, вот. Но в тот период я пришла в фонд очень радостно, потому что все, кто работал в тот период в фонде, кто работает сейчас, мы с ними уже были знакомы. Я как будто так или иначе, да. Было ощущение тогда, что я как будто бы вот пришла там туда, куда меня ждали. Ну, может быть, коллеги такую вот. Ну, то есть, смотрите, вы создали. получили приглашение. Долго ли вы раздумывали? Ну да, чуть-чуть мы, конечно, подумали, потому что у нас было прям такое даже, что переехать, может быть, в другой регион, вот, или ну, жить. То есть такой вы на перипетиях... Чуть-чуть, да, была такая история, но когда я увольнялась, посмотрим хронологию, это было 18 февраля 22 года. Так. Вспоминаем, да? Ага. Я уволилась. Накануне событий. Да. Так. До этого мы просчитали, что нам хватит средств, которые зарабатывает мой супруг, детских там и так далее, что нам хватит на жизнь, и мы нормально будем жить. А потом произошли события, началась специальная военная операция. Так. Весь рынок сразу же, помните, да, отреагировал на эту историю. И все мои подсчеты, а я веду у нас дома в семье семейный бюджет, они начали западать. То есть стало понятно, что ну так не получится. Дома я не посижу. Ага. Вот, если честно, то так. Ага. И в тот период, конечно, приглашение поработать в фонде, оно было для меня нужным, потому что, мне тогда Вера Петровна пообещала, что я смогу выстроить свой график так, что я буду и работать. Поудобнее. Да, то есть там у меня история про то, что я место и время своей работы определяю самостоятельно, это прям написано в договоре, к счастью. Вот так даже. Поэтому, да, график работы, конечно, там совсем иной, подходы совсем иные, и это стало для меня таким. Ну, с другой стороны, смотрите, как говорится, не нужда вас заставила, да, ну, то есть вы не стали же объявление подавать, ищу работу и все прочее, а тут как бы предложение само собой пришло, над которым вы некоторое время раздумав, чуть-чуть подумала. Согласились, да. Да. Раз уж вы упомянули, что уже не понаслышке знали так или иначе о фонде, расскажите, пожалуйста, вообще историю Харсхала, да, как давно он был создан, что, как? Ну, вообще ваш фонд уже, можно уже сейчас вообще, говорить. в первую очередь, нужно сказать, что фонд работает для поддержки семей с инвалидностью, детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Он открылся в 2011 году, то есть ему уже в этом году в сентябре будет, давайте посчитаем, 14 лет. 14 да? лет, да. То есть это такая хорошая, большая история. Открылся он при поддержке правительства, то есть в тот период Галина Иннокентьевна Данчикова была председателем правительства, и она вот под напором, так сказать, родителей детей с инвалидностью позвала коммерческие организации и предложила учредить вот такую вот организацию в поддержку семьям. Вот, это был ответ на запрос родителей. Такой классный, хороший ответ государства. Фонд был создан, Вера Петровна Душкевич его возглавила. Далее фонд стал получать в том числе и поддержку правительства республики на основании конкурса ежегодно. Мы этот конкурс проходим и как бы нас поддерживают. И вот за это время фонд стал самым крупным благотворительным фондом в республике, именно благотворительным, собирающим средства. Вы когда говорите крупным, что учитывается? Учитывается проценты сборов, вообще проценты... Ну, количество вообще, бюджет, да? Да, бюджет, потом проценты благополучателей, то есть у нас в фонде сейчас в электронной базе фонда больше 4000 детей с инвалидностью. Это очень большой объем благополучателей. Да. Это такой термин наш внутренний благополучатели. То есть мы говорим про детей, у которых установлен статус ребенок-инвалид, вот. Но мы работаем не только с самим ребенком, но и в первую очередь с его семьей, с близким окружением, с родителями, с педагогами и так далее, так далее. То есть, ну, представляете, насколько умножается вот эта цифра 4000. На самом деле людей, с которыми фонд взаимодействует, гораздо больше. Гораздо больше родителей, да. учителей. И одна из больших задач фонда, наша такая миссия даже, это развивать инклюзию.
настоящее инклюзивное сообщество не когда мы выделяем ребенка, посмотрите, у него инвалидность, давайте будем ему всячески помогать, а когда мы очень удобно встраиваем, комфортно встраиваем ребенка в наше общество, чтобы он не казался чем-то необычным, да, чтобы все понимали, как нужно с ним обращаться, как разговаривать, чтобы всем было комфортно. Да. Вот, то есть в данном случае вот это наша миссия, мы инклюзию делаем через разные наши проекты. Вот. Что-то получается, что-то, наверное, не очень, но в любом случае информация о фонде есть на сайте. Я прям всех приглашаю зайти на сайт фонда, познакомиться, посмотреть и по возможности поддержать нашу деятельность, если вам откликнется. Так, наши тефтельки. Я вот не знаю, кстати, это тефтельки или фрикадельки, или колобки, или кто это, или мини-котлеты. Meatballs. Да, Meatballs. Вот. Но с учетом того, что у нас есть запрет на использование английского англицизмов, языка, мы будем говорить, что это мясные шарики, все, да, meatballs, хорошая история мясные мячики. Мясными шариками. Мясные мячики. Сильно мы их не поджариваем, потому что мы помним, что меню у нас детское, поэтому делаем без масла. Это чуть-чуть такие тушеные на своем же соке. Кабачок сейчас сок дает. Да, вот, да. Туда мы не добавляем ничего, ни воды, там, ни льда, ни яйца. Яйцо я вообще не кладу никогда в котлетки. Просто они вот так вот чуть-чуть лежат, подтушиваются, скоро мы их перевернем. Ну, пока ждем. Огонь нормальный, да? Огонь хороший, само то прям вот, и сковородка нормальная. Хорошо. Ну, все. Так, мы остановились, разговаривали о проектах. Первый проект мы проговорили, по-моему. Да, но это такая программная деятельность, то есть она регулярная. Из регулярной деятельности это вот консультации, работа с районами, работа с сообществами родителей, Харсхал Плюс у нас сообщество называется. В него входит у нас больше 30 организаций. Это организации объединения родителей по различным заболеваниям своих детей и специалистов, которых вот мы методически, имущественно, финансово поддерживаем в течение года. Вот. Дальше это у нас работа нашего учебного центра. Так, все, вот сейчас они начали потрескивать, их можно переворачивать, помогайте. Ага. Помогайте аккуратно, это нужно сделать максимально ювелирно. Так, сама или сможете? Я не знаю, давайте лучше вы. Так, это вот застряло, да? Да. Застряло. Чуть-чуть. Можно чуть-чуть уменьшить огонек, и тогда у нас все будет гораздо... Ой, уже вкусный запах пошел, чувствуете? Да, у нас все есть. Вот. У нас лучше получается. Учебный центр, ну потому что рука набита, поэтому я вот тут зря их так соединила, ну ничего страшного. Обычно они еще параллельно начинают уменьшаться в объеме, да, и поэтому, усаживаться. Да, поэтому делаю обычно очень плотно. Вот. Учебный центр, у нас есть образовательная лицензия, мы проводим различные семинары, курсы повышения квалификации для родителей бесплатно, для специалистов с небольшой оплатой, где у нас как раз-таки сами наши же специалисты выступают в качестве спикеров, делятся своим опытом, очень практичным, наработанным опытом, как работать с нашими ребятишками, как им помогать в развитии, как адаптировать те программы, которые есть под те или иные нозологии. Ну, потому что действительно тема новая. Да, можно так сказать. Ну, на самом деле она не новая. Ну, вроде как не новая, да, но все равно. Со статусом ребенок с инвалидностью были всегда везде. Другой момент, что в последние годы, если мы... Давайте увеличим огонь. Так, давайте. Я буду, да, это будет сегодня деятельность ваша, да? Да, вот. Я хотя бы с этим справлюсь как-то. Вот, у нас получается, из шариков они превращаются в такие, в мини-котлеточки, нормально. И огромный пласт работы, через который фонд видит в обществе, это социокультурные мероприятия, инклюзивные мероприятия фонда. Это вот крупные наши разные фестивали, мини-форумы, различные праздники. Это работа нашего молодежного инклюзивного центра «Среда». То есть это то, что уже выходит вот в массы. Да? Не когда мы только с целевой, с нашей аудиторией, только с ребятишками, семьями работаем, а уже всех-всех подключаем в нашу деятельность. Вот. Все наши конкурсы инклюзивные.
То есть в них могут принимать участие как ребята нормотипичные, так и ребятишки с инвалидностью. И при этом у ребятишек с инвалидностью возникает возможность вот получить минутку славы, показать свой талант. Да. Это, например, фестиваль анимации «Чудеса кино». Ему уже 11 лет. Это про мультики. У нас есть мультипликационные студии, даже семейные, когда дома вместе с ребятишками делают мультики в абсолютно разной технике, и перекладная анимация, и пластилиновая, и компьютерная, и так далее, и так далее. Кстати, очень тяжелая, кропотливая работа, я вам скажу. Да, и замечательные мультики получаются. У нас на страничке во ВКонтакте больше 500 мультиков со всех фестивалей размещено, можно заходить, смотреть. И это точно те мультики, которые можно включить ребенку не более 30 минут в день. Мы помним, что нам рекомендуют неврологи, да? Даже вот так, да? Да, ладно. Вот. С рекомендациями. Фестиваль, кстати говоря, у нас уже стартовал в этом году при поддержке движения первых, поэтому приглашаем все студии принять в нем участие, гарантируем очень интересные мастер-классы в рамках фестиваля и классные подарочки. Когда будет фестиваль? Он уже стартовал 1 июня. Сбор заявок идет сейчас. Да, он сейчас у нас уже начинается. Информация на нашем сайте скоро появится, то есть об этом есть. Вот кроме такой вот постоянной программной деятельности, мы реализуем проекты при поддержке разных грантовых площадок. Это фонд президентских грантов, это Росмолодежь гранты, это фонд Потанина, ВТБ «Страна» и так далее. И у нас вот на сайте в том числе есть прям раздел «Проекты». Если в него зайти, там вот все наши проекты, это та деятельность, которая имеет начало-конец и какой-то конкретный измеримый результат. Вот. То есть некие срочные данные. Да. Например, при поддержке фонда президентских грантов мы сейчас реализуем проект по развитию инклюзии, в том числе в системе образования. Он называется «Инклюзия начинается с семьи». И в рамках этого проекта мы пропагандируем альтернативную коммуникацию для ребятишек, которые не владеют вербальной речью, вот, но при этом хотят общаться с миром, не могут этого делать, потому что пока не могут говорить, да, в силу, или вообще не могут говорить. И для того, чтобы они не нервничали от того, что не могут разговаривать, мы вводим альтернативную коммуникацию через ПЭКСы. Это такие информационные карточки. Используя карточку, ребенок показывает, что он хочет. Его эмоции, информацию. Да, и это общение с семьей, это общение с окружающим миром. Через это можно даже получать в том числе образование. Вот эту вот тему мы сейчас активно внедряем. Недавно провели классный конкурс педагогических разработок в рамках этого проекта и так далее. Вот, то есть прям на самом деле для того, чтобы рассказать про всю деятельность фонда, наверное, нам не хватит даже 3 часов. Вот мы совсем... вкратце, да. Мы в начале года отчитывались о деятельности за 2024 год. 3 часа мы рассказывали нашим партнерам, друзьям, что мы сделали друг другу, да, вот присваивали заслуги, можно так сказать. Потому что, что нужно сказать, что нужно отметить, в том, что вся наша деятельность, она всегда верифицируется с нашими благополучателями, с нашими родителями. То есть мы всегда спрашиваем, вот как в бизнесе, да, у родителей, какая поддержка вам нужна, что вот вообще понравились ли вам те услуги, которые мы оказываем. То есть всегда есть прямая обратная связь. Постоянно, то есть вот эта вот история про просто вот мы вам дали, берите, а вам что не нравится, почему, в чем дело, да? Вот, эта история как не вы про смеете нас. еще. Да, как вы смеете, как вы смеете, мы тут вам всячески помогли. Упираемся. Вот. Мы постоянно спрашиваем, я коллег учу спокойно относиться к критике, перерабатывать ее в развитие. Вот, в принципе, пока у нас, слава богу, более-менее это получается. Вот. То есть вы очень открыты, получается? Фонд максимально открыт. И прозрачен. И прозрачен. И у нас есть служба заботы фонда. Она у нас работает в суперудобном формате WhatsApp. Можно написать нашему специалисту, в течение дня она ответит на любой из вопросов. Где пройти реабилитацию, как получить поддержку, даже так? И так далее. Да, да. И таких запросов просто тьма тьмущая, я скорее всего, думаю. Вот в прошлом году у нас поступило больше 3000 запросов. Да, можно чуть-чуть уменьшить огонь. Огонь, да, я его чувствую. Вот. Больше 4000 таких запросов в течение года в формате WhatsApp, в формате звонков и так далее. У фонда, кстати, мастерская есть.
Мастерская швейная, керамическая была открыта в рамках одного из проектов при поддержке фонда Потанина. Мы все закупили, сейчас мастерская у нас работает, проводим мастер-классы, ребята, подростки работают. Не так много ребят, конечно, мы задействуем в мастерской, потому что у нас маленькие помещения, слишком много охватить не можем, но эта деятельность работает, и на сайте фонда есть магазинчик, где можно купить изделия, которые сделаны Уже нашими сделали. ребятами. Да. На мастер-классах. Да, да, да. Ясно. Вот. Так, будем делать кускус, да, гарнир нам Давайте. нужно сделать. Хвала. Да, мы сделаем не так много, не будем переводить продукты. Так, Да. полстакана вкуса мы кладем. Мгм. И полстакана кипятка вы хотите? Подождите. А, нет, да. Сначала мы солим. Так, Тоже на глаз. Все мы делаем всегда на глаз. Таким образом достигается разнообразие. Кстати, да. Да. А сегодня Каждый раз какое-то получилось такое, со слезами. Чуть-чуть соленовато, но это фишечка этого дня. Да-да-да. Да. Да. Вот. Я делаю Сегодня кускус. нам Бог послал такое. Да, я делаю кускус со сливочным маслом. Так вкуснее. Вкуснее, Это, соглашусь, конечно, да. да, сливочное масло Как говорится, использую маслом всегда местное. кашу не Да. испортишь. Масло местное нужно, потому что оно вкусное. Потому что Да. все, что не местное, оно такое. Ну, мне мы пока их кажется. не рекламируем. Они нам А я не говорю его, Да, да, чье хорошо, это хорошо. масло. Ну, местное, да, Просто местное. местное, вкусное, Местное. хорошее масло сливочное. Вот. Мы добавляем, ну, где-то столовую ложку на эту, наверное, примерно. Да? Никогда Ладно. я не использую сильно рецепты. Этим я в маму, видимо. И кускус мы готовим 2 к 1. Это 1 часть кускуса, 2 части кипятка, соответственно. Вот, таким образом, целый стакан кипятка мы должны вылить сюда Да, бахнуть. и перемешать. Так, Да. Ой. у нас все хорошо, давайте ничего вот в у нас сторону. не упало. Так, попробуйте теперь перевернуть в крайний раз. Да, давайте я Все. попробую И с этим в самый справиться, я последний думаю. раз мы переворачиваем и, в принципе, можем снимать с огня, видимо. Так, я перемешиваю. Лучше использовать более мелкий сотейник, наверное, да, будет более удобно. Мы перевешиваем, ну, какой и есть. нам нужно будет поставить на огонь, буквально 1 минута. Вот в чем кускус, фишка его, в чем А, плюс. да? Да, что он готовится супер-супер быстро. А я думаю, Вот. мы паузу будем брать, ждать. Нет, мы Всё. ничего не будем ждать. Видите, у нас вот прям- все по красоте получилось. Все очень симпатично вышло. Да, очень. По идее, мы уже можем Мы за разговорами даже не забыли. Да, ничего, снять ничего, с огня ничего у нас не и подгорит. поставить рядышком, если есть на что поставить. Да? Так, ну, нам придется вот сюда Давайте поставить. вот сюда поставим, без Да, вот- проблем. Вот так. И огонь уже чуть побольше, видимо. Да, огонь нужен больше, чтобы у нас закипело масло. С учетом того, что масло растительное, сливочное, Да. нам нужно, конечно, чтобы у нас закипело, чтобы оно чуть-чуть у нас температурную обработку прошло. Мгм. Не секрет, что в работе вашего фонда большую, может быть, даже огромную роль занимают волонтеры. Да, как они к вам приходят, как можно вообще стать волонтером, или вы их сами ищете? Расскажите эту историю, пожалуйста. Ну, мы, к счастью, стали доброцентром. Это это? такая структура. Вообще в России вот тема волонтерства, добровольчества, она моя такая очень любименькая. То есть я вот этой темой занимаюсь давно, еще с Ленска. И именно про системную историю, когда волонтеру понятно, как прийти в организацию, понятно, что он за это получит. Даже если он не получает денежное вознаграждение, он должен получить моральное что-то. удовлетворение, благодарность, там, часы и так далее. И мы используем, да, можно Поменьше. уменьшить огонь. Мы используем всероссийскую платформу добро.рф. Мы там зарегистрированы. Более того, сейчас минутка хвастовства, да? Торжественности? Да, торжественности. Фонд Харысхал первый в рейтинге по использованию Добро РФ в регионе. То есть мы все наши мероприятия, куда мы хотим привлечь волонтеров, мы их там публикуем, волонтеры к нам приходят через эту платформу, и мы им даем верифицированные часы. Часы верифицированные очень нужны ребятам, старшеклассникам, планирующим поступать в высшее учебное заведение.
Потому что это, так, все мы можем выключать, это добавляет баллов к ЕГЭ. Даже так? Очень прилично. Как ГТО? Да, очень прилично добавляет. И благодаря этому, конечно, платформа очень привлекает ребят. Я закрою. Хорошо, Да, потому что конечно. нужно, чтобы оно напиталось. Да. Вся водичка, сейчас он все прямо напитает, Берет и себя. будет очень Огонь вкусно. мы убрали, Да. дорогие телезрители. Да. Можем Полностью. для пущей сделать вот так даже. Все, Так. да, все закрыли, и теперь буквально минуту должно постоять. Ждем, Вот. и мы готовы сервировать будем. Да, и мы привлекаем волонтеров как на наши текущие мероприятия, так и провести что-то свое. К нам приходят взрослые волонтеры для того, чтобы, например, проводить мастер-классы для наших ребят. Волонтеры, которые хотят куда-то ребят сводить там, и так далее, все на платформе Добро.РФ. Уже есть Да, и в молодежном инклюзивном центре «Среда» у нас приходят волонтеры проводить мероприятия для наших ребят молодых с инвалидностью, подростков, которые у нас являются участниками молодежного центра. все. Давайте Сервируем? Сервируем. Хорошо. Так, для сервировки я использую микрозелень, и у Вау. меня сын начал есть микрозелень, но я ее сверху Это похоже не на кладу. денежное дерево. Это на самом деле очень классная Это что-то другое. растительность. Нет, это подсолнечник. Подсолнечник? Это подсолнечник, да. Мы выкладываем буквально... Ну, сын сильно много этих телек не ест, поэтому я там ему 3-4 штучки кладу. В принципе, для ребенка это достаточно. И у нас, что тут получилось? Получилось. Да. Так, возьмем чистенькую ложечку. А можно вот это или нет? Нет. Ложечкой. Ладно, возьмем эту, Да. ту же ложечку, которую мы использовали. И фишка, конечно же, чтобы накормить нашего сына, это положить как-то фигурно. Вот. Ну вот Элемент с, игры. с малоежками, Элемент игры, да? с малоежками вот эта вот тема, но при этом не смешивать продукты. Давайте положим таким квадратиком. Вот. При этом не смешивать сильно продукты между собой. Вот. У него была даже фишка, что он ел все из разных тарелочек. Вот. Такая Смотрите, история. они поджарились, и кабачка почти не видно. И вот эта фишка Да-да-да-да-да-да. спрятать овощ внутри, Ага. это вот самое главное, что нам необходимо. Хитрость, короче. Такая хитрость. Ага. Хитрость. Что вы еще хотели у меня сегодня спросить? Да, мы не проговорили вопрос, вы же еще и эксперт по грантам, Я эксперт по социальному проектированию. проектированию, да. При условии того, что любой социальный проект может получить грантовую поддержку. Я эксперт в сфере Росмолодежь гранты, то есть это поддержка от Федерального агентства Росмолодежи. До 1 000 000 рублей можно здесь получать. Поэтому через социальный проект можно прокачать деятельность любой организации, можно получить поддержку некоммерческой организации, вырасти. Вот. И я про это. То, как написать проект, на какой конкурс подать, как То его есть, реализовать. Да, там же наверняка же есть некий реестр, да? Конечно, Как-то узнать о них конечно. нужно, да? Конечно. Ага. Вот, то есть я вот про вот эту деятельность, и мы то же самое делаем в рамках нашего сообщества Харсхал Плюс в фонде. То есть мы поддерживаем тех, кто хочет написать проект. У нас скоро стартует грантовый конкурс, называется «Теплица детских идей и проектов», где мы от маленького зернышка, от идеи до целого растения, да, не маленького уже, развиваете. да, развиваем какую-то деятельность. Вот грантовый конкурс у нас скоро стартует, информация будет тоже на сайте. Тоже на сайте. Ну, короче, все в сайт. Все на сайте добросаха.ру. Все, отлично. Ну что ж, наступает самая любимая часть передачи. Надо вилку взять, да? Да, у вас есть, я свою уже приготовил. В этом случае небольшую ложку. Так, что у нас Давайте, получилось? да, попробуем, пожелаем друг другу приятного аппетита. И чтобы это не в том смысле, да, что... А хозяйке удался майонез, да? Сочно. Сочно. Действительно, не И чувствуется? не чувствуется Не кабачок. чувствуется, да. Нормально? Вообще отлично. И по соли хорошо, да, вроде бы? Все хорошо. Я, оказывается, голодная. Ну, мы за кадром доедим, потому что мы можем очень долго стоять кушать. Вкусно. Эфирное время, к сожалению, не резиновое. Любовь, спасибо вам за интересную беседу. И у нас такая добрая традиция.
пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, я вам желаю всегда верно расставлять свои приоритеты, запланировать это лето ярким, семейным, наполненным каких-то классных приключений ваших вместе с вашими ребятишками, если они есть, вместе с вашими родителями, если они у вас рядом. Сделайте это лето ярким, классным и вообще каждый день старайтесь находить что-то классное, теплое, хорошее, что вас будет зажигать на весь день. Друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях директор благотворительного фонда Харскал Любовь Клюкина. Любовь, еще раз огромное вам спасибо за вкусняшки, за очень интересную беседу, за чуть-чуть приоткрыли завесу информации про ваш фонд. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и, как часто мы здесь всегда говорим, ешьте, как мы, просто вкусно. Будьте здоровы.